Жонку Геннадия Карпенкі, Людмилу Карпенку, схілялі да самагубства пасля таямнічай смерти яе мужа, галоўнага конкурента Александра Лукашэнкі. Пра гэта спадарня Людмила распавядае ў інтэрв'ю, якое запісаў мой калега Олесь Сіліч. Геннадзь Карпенка раптоўна памёр 26 год назад, 6 красавіка 99 года. Нечаканая смерць папулярнага палітыка, які меў прэзідэнцкія амбіцыі, выклікала пытанні тады і выклікае іх цяпер. Людмила Карпенка была вымушана выехаць за мяжу после смерти мужа. Мне кажется, что в этой истории с политическими убийствами 1999 года незаслуженно забывают вашего мужа, Геннадия Дмитриевича Карпенко, одного из лидеров оппозиции в то время, который, не страдая никакими серьезными болезнями, неожиданно умер в возрасте 49 лет 6 апреля 1999 года. Уже было много публикаций на этот счет о его отравлении, что он фактически стал первой жертвой режима Лукашенко. Ну, конечно, мне обидно, что его как-то забывают, хотя я прекрасно понимаю, что уже выросло целое поколение в Беларуси, которое не знает, кто такой Карпенко, кто такой Захаренко, и всех остальных жертв режима тех лет. Но что я хочу просто сказать, что, наверное, если бы тогда было какое-то внимание со стороны даже Евросоюза, то как-то обратили на это внимание и, может быть, какие-то санкции или что были сделаны, хотя бы настояли на том, что были открыты уголовные дела, в частности, в моем муже. Но этого не было сделано, и поэтому у режима были развязаны руки, значит, можно идти дальше и больше. Поэтому и последовали после Геннадия, последовали эти исчезновения и дальнейшие репрессии, считая 10-го года и 20-го года. Ну, что мой муж действительно ничем особенно не страдал, чтобы это в 49 лет, это еще молодой мужчина, и он действительно был реальный противник на пост президента. Это был лидер, которого поддерживали как народ, так и другие партии в стране. Вот. И это, естественно, что это просчитали не только знал и надеялся народ, но и я думаю, что и органы режима тоже просчитали и знали, кто на что способен. И вот мы накануне этого интервью много говорили с вами об обстоятельствах смерти, о некоторых деталях. Вот поделитесь, пожалуйста, можете называть конкретные фамилии. На ваш взгляд, кто замешан в этом убийстве Геннадия Карпенко? Ну, у меня много почему осталось по сегодняшний день. Я сама, поскольку расследований никаких не было, я сама ходила, людей спрашивала, расспрашивала. Вот. И я думаю так, что, скорее всего, замешаны женщины здесь. У меня много вопросов как к Винниковой Тамаре, так и к Осинской. Людмила Осинская, которая считалась как журналист, которая в последний день виделась, и в присутствии которой это все случилось. Вот. Недаром, что она 1,5 года боялась со мной встретиться и говорила довольно странные вещи потом. Но со мной потом встречались, вывозили за пределы Минска и говорили, что вот, мол, действительно, что это она. Хотя я вот этим разговорам, конечно, не верила. Вот. Она меня склоняла даже, как вам сказать, вот, даже к смерти, можно сказать. Потому что она как-то спросила у меня: вы, значит, сните своего мужа? Я говорю: да, сню. Но вот видите, значит, он скучает по вас, и вы должны решить, может быть, вам лучше пойти к нему тоже. Вот такие вещи странные она говорила. То привлекала меня, значит, то к религии меня привлекали, то она говорила, что общается с духом моего мужа, что вот, мол, он ей говорит, чтобы я слушала ее, чтобы стала подругой ее. Ну, вот такие странные вещи, что я стала даже бояться ее, признаться.
Геннадий Дмитриевич, если не ошибаюсь, был против идеи Виктора Гончара о проведении альтернативных выборов 1999 года, а хотел, согласно Конституции, дождаться выборов 2001 года и пойти на них как единый кандидат. К тому времени он бы набрал еще больше популярности. Вот власть его и боялась, поэтому и убрала. Согласны вы с этим или нет, и почему? Дело в том, что Геннадий, конечно, он был избран как от партии единым кандидатом на этих выборах альтернативных. Но он много думал, размышлял, ночами не спал, много советовался. Но он понимал, что, во-первых, эти выборы, значит, не дадут провести нормально, демократически, так как... Вот. Во-вторых, он понимал, что будут потеряны ресурсы, силы, и люди пострадают от этого. Вот. И потом, если не участвует в президентских выборах Лукашенко, с кем бороться? Между собой? Кто тогда участвовал? Чигирь и Поздняк. Поэтому, естественно, он отказался. Я, значит, хочу еще что сказать, что многие, конечно, были против, хотя он единственный, по-моему, только Людмила Грязнова его поддержала. А потом даже вот я читала публикации, что Гриб даже написал, что да, что, мол, Геннадий был такой вот думающий человек, и что в конце концов, хоть тогда были почти все против, но он оказался прав. Он осознал свою ошибку, что он, Геннадий, был прав. Я встречала после этого очень многих людей, даже здесь, в Германии, которые пострадали именно от этих выборов. И, конечно, жаль, что вот так вот случилось. Сохраняете ли вы связи с Родиной? И есть ли люди, которые до сих пор вас поддерживают, звонят? Какие воспоминания о Родине до сих пор храните в своем сердце? Я очень много, конечно, поддерживаю связь с белорусами. И со мной меня даже находят люди через какие-то сети. Вот недавно даже нашлись мои 2 сотрудницы, которые начали мне писать, мы общаемся. Но с соратниками Геннадия тоже я с некоторыми поддерживаю связь. Узнаю, как живет Беларусь, чем страдает, в чем нуждается. Ну, меня, конечно, жалость, может быть, даже людей, то, что у них вот этот страх не пропадает. И если он как был в 99-м году, то теперь, наверное, еще сильнее. Страх, что могут прийти в любой момент, осудить, притом осудить на такие сроки, как 20-25 лет, в принципе, ни за что. За то, что люди высказывают свое мнение. Там невозможно высказать своего мнения. Вот это, конечно, утруждает. Об этом говорит то, что сейчас люди очень много выезжают, как молодые, как пожилые. Все, кто имеет какую-то хоть маленькую возможность, все уезжают. Ну вот, наверное, так. Ну и в завершение не могу не спросить о вашей семье. Последний раз мы виделись с вами в немецком Аахене, это было довольно давно. Если кратко, как сложилась судьба ваших детей и внуков? Ну, судьба моих детей меня удовлетворяет, все хорошо. Мои дети подтвердили свои дипломы, устроились тоже, хорошо, сказать. Дочка подтвердила свои банковские дипломы, работает в банке здесь, в Государственном банке. Сын тоже подтвердил и работает сейчас айтишником в институте Гёте. Ну, внуки тоже у меня. Старшая внучка уже здесь закончила университеты юридические, так что она уже дипломированный юрист. А вторая внучка работает, не работает, а учится тоже в университете на психолога. Внук вот будет 6 января, 12 лет, учится в гимназии. Так что я живу сейчас, считаю, что мой дом здесь, потому что, как говорят, дом там, где тебя ждут. Меня ждут здесь. В Беларуси меня никто не ждет. Вот. Ну, единственное, что печально, что я не могу посетить могилы своих родных, своих родителей, мужа.
Но я очень благодарна людям, которые вот ходят на кладбище, там посещают. Недавно даже были наши знакомые немцы в Молодечно и посетили могилу моего мужа. И прислали фотографию, что там стоят и цветочки, и даже какой-то шарф даже на памятнике. Меня это очень радует. Так что спасибо вам за то, что вот приехали, что меня задали такие вопросы. Благодарю вас.